В эфире программа «Акцент». Здравствуйте. 2019 год в России объявлен годом театра. Сегодня у нас в республике на сцене Саха-театра состоится финал фестиваля «Желанный берег». И сегодня у нас в гостях первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Владислав Валерьевич Левочкин. Кстати, председатель жюри. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему фестиваль называется «Желанный берег»? Какие номинации представлены на фестивале? Может ли фестиваль «Желанный берег» стать дальневосточным? И, соответственно, первый наш вопрос. Фестиваль «Желанный берег» существует уже сколько лет? 10? Или я ошибаюсь? 10-й раз, но он проводится не каждый год, через год. Впервые он был проведен в 2001 году в городе Якутске. А почему все-таки «Желанный берег»? Такое романтичное название. Я знаю, что есть такой спектакль легендарный для Якутска. Конечно, это все пошло от спектакля, который стал вообще, определил с собой новый этап развития якутского театра. И этот спектакль, конечно, стал большим событием для нашей культурной жизни и смог представить нашу культуру далеко за ее пределами республики, далеко за пределами страны. В том числе были мировые гастрольные турне по странам американских континентов. Это, конечно, было впервые, поэтому в память об этом легендарном спектакле, который уже в 4-м составе идет сейчас в Саха-академическом театре. Уже в 4-м. Да. В память о нем был назван этот спектакль, который в свое время даже стал межрегиональным фестивалем и был проведен также на уровне межрегионального обмена. А вы сами помните, когда вы впервые посмотрели этот спектакль, ваши ощущения вот от первого, может быть, состава, вы видели его наверняка? В первом составе нет, не помню, может быть, давно в детстве, но, конечно, этот фестиваль, этот спектакль, извините, он затрагивает очень важные для нас темы. Якутия — это вообще уникальный регион, это очень трудные климатические условия, и человек выжил в этих условиях только благодаря, конечно, сохранению традиций предков. И этот спектакль об этом. Он говорит о вечных ценностях, которые актуальны для любого народа, и поэтому спектакль нашел отклик в душах зрителей всего мира. А почему все-таки, как так получилось, что этот спектакль стал таким родоначальником уже в итоге фестиваля? Как же так вышло, что именно он? Об истории создания Андрей Савич часто вспоминает. Он случайно совершенно, когда готовил свою дипломную работу, увидел эту повесть «Пегий пес, бегущий краем моря», увидел на страницах популярного в те годы романа газеты и заинтересовался этой темой, начал над ней размышлять. И действительно, уже будучи постановкой, этот спектакль был выдвинут на государственную премию, и Андрей Савич получил государственную премию именно как автор этого спектакля. Конечно, это было такое событие, которое определило вообще все будущее развитие культуры нашего региона, и в том числе Андрея Савича как творческой личности. Фестиваль юбилейный, фестиваль проводится у нас как раз-таки в год театра, поэтому у нас в этом году появился такой статус, как президент фестиваля, и, конечно же, президентом фестиваля стал Андрей Савич Борисов. У него какие-то полномочия есть дополнительные? У него есть дополнительные полномочия, да, он в целом определяет художественное решение фестиваля и, скажем, его масштаб. В этом году впервые мы получили федеральную поддержку. Впервые наш фестиваль получает федеральное софинансирование в размере 2 миллионов рублей, и оно будет направлено на определение призового фонда для победителей, что на самом деле это уже впервые. То есть, получается, каждый номинант, то есть лучшая актриса, актер, самые лучшие спектакли получат определенный призовой фонд для того, чтобы поставить новые спектакли или участвовать в гастрольных поездках. Спектакли именно получат? Да. Актеры Спектакли. Нет.
Ну, будем надеяться, что мы получим в итоге в следующем году еще федеральную поддержку, и уже получат все. Все-таки давайте немножко про номинантов, да, поговорим. 9 номинаций сегодня. Какие в фестивале? Ну, это традиционные номинации, это традиционно то, что для фестивалей театра. Это, конечно, призы за лучшую режиссуру, за лучшее исполнение ролей первого плана, второго плана. Это также отмечаются также наши художники всегда, и художники-постановщики, художники по костюмам. Есть отдельные также номинации, ну, вот, для разных видов театров, для музыкальных театров, для детских театров. Вы председатель жюри. Да. Уже определены победители или сегодня вы будете как-то собираться большой комиссией? Мы определили 26 марта, получается, накануне нашей торжественной церемонии вручения премии. Конечно, как председатель жюри я могу сказать, что решение оптимальное, и, конечно, оно во многом полагается на зрительское восприятие. Традиционно состав жюри не оглашается, мы узнаем только в день вручения победителям их премии, потому что ну, вот люди, которые входят в состав, они всегда каждый раз меняются, и, конечно, у нас есть представители от журналистского сообщества, которые тоже часто посещают театры и принимают участие, и надеемся, что в следующих, допустим, церемониях вручения вы тоже, да, сможете принять участие. Это всегда очень интересный процесс, и, конечно, обсуждение происходит очень живо, очень интересно, каждый отстаивает свою позицию. Есть, чтобы прям вот горячие всегда есть споры, но решение принимается большинством. Может быть, я не всегда тоже как председатель могу с ним согласиться, но оно справедливо. Почему в номинантах нет драматургов? Для драматургов в этом году мы подготовили отдельную программу, у нас уже проходил семинар драматургов, и, кроме того, в течение года будет проводиться конкурс, который будет подведен в конце года, подведет свои результаты. Надеемся, что появятся новые имена, много новых имен, потому что есть действительно люди, которые интересуются этим, и семинар показал, что очень большой интерес. Ну, вам, как драматургу, наверное, это особенно близко, да? Да, мне это близко, мне это интересно, мне очень интересно в этом участвовать, но я не буду принимать участие в конкурсе, потому что, ну, как бы хотелось бы... немножко нечестно, да? Да, это нечестно будет. Все-таки у фестиваля «Желанный берег» сегодня есть шансы стать единым дальневосточным фестивалем театральным, поскольку сегодня мы говорили с директором Амурского театра драмы, да, с Бединой, с Андреем Савичем, они об этом говорят. Все-таки ваше мнение по этому поводу? Андрей Савич на самом деле инициировал вот ту акцию, которая проводится в течение этого года как театральный марафон, поэтому очень надеемся, что все наши идеи найдут свое продолжение. Действительно, фестиваль может стать дальневосточным. Это действительно, Дальний Восток — это берег, это желанный берег, куда мы очень хотим, чтобы у нас общественность развивалась культурно, и чтобы появлялись новые возможности для культурного, духовного роста наших жителей. Владислав Валерьевич, большое вам спасибо. Это была программа «Акцент». До свидания.